Один из емких ответов главы Коми в ходе прямой линии о социальных обязательствах, которые регион точно выполнит. Это меры поддержки жителей Коми, строительство социальных объектов, развитие здравоохранения. Несмотря на новые расходы, связанные с поддержкой мобилизованных, республика не отказалась от намеченных планов. Бюджет социально ориентированный, так было и так будет. 2/3 расходов направлены на социально значимые сферы. Ольга Коняева продолжит. Не будет ли поддержка мобилизованных и их семей, а это дополнительные расходы для бюджета, в ущерб соцподдержки республики? Такой вопрос поступил во время эфира. Ни в коем случае не будет. И я всегда говорю, что самая лучшая аргументация и подтверждение – это цифры. Вот мы сейчас уже приняли бюджет на 2023 год. И все социальные обязательства, которые были приняты в 2022 году, еще до СВО, они полностью нами подтверждены. И в цифрах это, чтобы вы понимали, уважаемые жители республики, 2/3 у нас сегодня бюджета – это социальная направленность. То есть мы не меняем в этом отношении и не снижаем планку. Более того, суммы пособий растут, вводятся новые меры поддержки. Когда Владимир Уйба заступил на пост главы Коми, труженикам тыла ко Дню Победы перечисляли по 1000 рублей. За 2 года сумма выросла в 5 раз, а в следующем будет уже 7000 рублей. Ее получат, кроме того, узники концлагерей, вдовы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Введена новая ежегодная выплата для ветеранов боевых действий. Ее получили уже 9000 человек. Серьезно увеличена материальная помощь и перечень получателей поддержки при газификации домов. Когда пришла труба к дому, то люди говорят, не на что купить газовое оборудование. Вот вы знаете, что было сначала 30 тысяч, и то для небольшой категории людей, потом мы подняли до 50, а сейчас с этого года подняли до 75 тысяч как раз вот на приобретение оборудования для того, чтобы людям не было обидно, что труба подошла, а денег нет на то, чтобы поставить газовую плиту, счетчик поставить как раз. И вообще просто, чтобы, допустим, спроектировать. До конца 2024 года продлен региональный семейный капитал. А с 1 июля при рождении ребенка всем семьям вручают еще и подарок новорожденному. Многодетным в Воркуты и Инты компенсируют расходы за провоз личного автомобиля ЖД-транспортом до Сосногорска и обратно, чем и воспользовались уже 55 семей. Помогает регион семьям, где 7 и более детей с покупкой транспорта. В этом году в список добавили снегоход. Существенно расширен перечень труднодоступных населенных пунктов. Теперь их более 250. А это значит, еще больше жителей глубинки получат компенсацию за проезд. В этом году появилась такая новая мера поддержки гражданам, которые проживают в труднодоступных населенных пунктах и которые ездят на диспансеризацию в медицинские организации. Так вот, эти люди будут получать дважды в год компенсацию за расходы по проезду. Вот. А когда приняли такую меру поддержки, уже начали в развитии смотреть и наших беременных женщин из труднодоступных населенных пунктов, которые тоже ездят в медицинские организации, а также у нас еще есть люди, которые страдают онкологическими заболеваниями и тоже из труднодоступных населенных пунктов постоянно ездят в республиканский диспансер. Еще одну новую меру поддержки представят в парламенте Коми на декабрьской сессии. Это ежегодные выплаты на специальное питание для детей с диагнозом целиакия, но без статуса инвалида. С этим заболеванием жизненно необходима безглютеновая диета, а стоимость таких продуктов бьет по карману. В целом, треть жителей Коми получает 80 видов различных пособий и выплат – федеральных и республиканских. Бюджет региона социально направленный, 2/3 на социальную защиту, здравоохранение, спорт, культуру, образование. Не могу не сказать про строительство объектов образования. Мы продолжаем это направление, это очень важно. Не только для ликвидации второй смены, а все-таки пока 11% наших детей в 8 муниципалитетах продолжают учиться во вторую смену, но и для того, чтобы уйти от ветхости и от аварийности. У нас в этом году открыла свои двери школа в Помозе на 400 мест, небольшой детский сад в селе Мутный Материк. До конца 2022 года завершится строительство большой школы в селе Объячево. Родительское сообщество обратилось с вопросом обновления школ и садов. С 2021 года работает федеральная программа, по которой Коми получила уже более 1 800 000 000. Плюс республика добавляет столько же своих средств.
В плане на 3 года капитальный ремонт 14 школ. Обновляется спортивная инфраструктура, универсальный игровой зал в Микуне, центр единоборств в Ухте. Идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Обьячево. Республика решает наболевшие вопросы, несмотря на изменения экономических условий. Это школа в Устижме, например, которая не было с 2004 года. Это деньги в больнице в Устильме, которая ждет свою очередь 20 лет. Коч-Панчит, детский сад на 270 мест, он должен был стоить 200 миллионов, 100 миллионов бюджет Российской Федерации, 100 миллионов мы. Сейчас знаете, какое соотношение? За счет того, что материалы взлетели в цене, а федеральная часть не увеличивается. Федеральная часть, она говорит, вот мы 100 миллионов вам выделили на этот садик, все. А он сегодня уже по ценам сегодняшним стоит 400 миллионов. 1 400 000 000 – столько было заложено в начале года на льготное лекарственное обеспечение жителей Коми. Однако и здесь цены не стоят на месте. Добавили еще более 300 миллионов. Впервые с этого года республика закупает щадящий непрерывный мониторинг сахара для детей с диабетом. Это 12 миллионов из бюджета региона, а семьи получают мониторинг бесплатно. Решен вопрос своевременной поставки медикаментов. Еще в начале этого года в листе ожидания по 30 тысяч рецептов. Сегодня всего чуть более сотни на всю республику. Люди вовремя получают лекарства благодаря централизации закупки через единого поставщика. У нас доходило до 100 поставщиков. Можете себе представить? 100 поставщиков. Вот как их проконтролировать? И они, конечно, то не довезут, то сбой по поставкам, то повезут, холодовую цепь нарушат. Поэтому, а сейчас, конечно, когда это один поставщик, тем более это ГУП аптеки Республики Коми, они здесь живут, они за это отвечают, это очень жесткий контроль, и вот, пожалуйста, результат. Во время прямой линии глава Коми рассказал, как решается кадровый вопрос в медицине. Раньше студенты из Коми поступали в ординатуры в крупные города страны, где и оставались жить и работать. Но с 2022 года ординатура открыта при СГУ по специальностям терапия, кардиология, хирургия, реанимация, анестезиология. Сейчас более 600 студентов в регионе обучаются по целевым договорам. Они останутся в Коми. Из них 120 вернутся в села в ближайшие годы. По программе «Земский доктор» в этом году приехали 42 врача, половина работают в районах. Одно дело, специалист приезжает в старый, холодный, неукомплектованный ФАП или участковую больницу, а другое дело, когда он приезжает в новенький ФАП, в новенькую участковую с новым оборудованием. Вот я с гордостью говорю, что мы в этом году закончили программу 2021 года, 19 ФАПов мы ввели в эксплуатацию. Они с иголочки все укомплектованы оборудованием. Но кроме этого мы еще более 400 единиц медицинского оборудования поставим сейчас до конца года. Это и как раз сельская местность. Это в населенные пункты до 50 тысяч. А у нас практически Воркута, Усинск, Ухта и Сыктывкар свыше 50. Все остальные до 50. Поэтому, по сути, это практически вся республика. Плюс еще и 190 санитарных автомобилей новых. Владимир Уйба призвал жителей помогать в кадровой работе региону. Это просто учить детей любить республику и оставаться здесь. Вместе развивать наш северный край. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».